ситуация требует слаженной и скоординированной работы органов власти на всех уровнях. Мобилизованным и их семьям нужно не только внимание, но и реальные экономические меры поддержки, считают в Министерстве экономики, Республиканском Минземе, налоговой и банках. О самых актуальных на сегодня они рассказали в Доме правительства. Кредитные каникулы можно получить по всем потребительским кредитам и займам, включая ипотеку, а также кредитные карты, которые заемщик взял до мобилизации или до начала участия в специальной военной операции. Мобилизованным и их родственникам предоставляются каникулы по всем возможным кредитам и займам, включая ипотеку. Выплаты замораживаются на все время участия в специальной военной операции, плюс минимум 30 дней после нее и отдельно в период реабилитации. По информации Минэкономики, ни один банк в республике не имеет права отказать в отсрочке ни одному мобилизованному, конечно, если Минобороны подтвердила его участие в СВО. Остальное дело техники. Подать заявку на отсрочку можно как в отделении, так и через приложение. При подаче заявки в филиале банка необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и военный билет вместе с повесткой о прохождении службы. А если эту заявку подает член семьи, то дополнительно необходим документ, удостоверяющий родство с мобилизованным. Если какой-либо банк отказывает в предоставлении каникул, следует обращаться напрямую в Минэкономики республики. Там обещают отработать каждый случай индивидуально. Это же касается и самозанятых, и предпринимателей. Первым продлят договоры микрозайма, бизнесу, сроки предоставления декларации, отчетности и расчетов налога на прибыль. Еще одна мера поддержки – это налоговая отсрочка. Мобилизованные татарстанцы могут не платить за транспорт. Законом Республики Татарстан номер 73 от 21 октября текущего года жители нашей республики, призванные вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 год. Кроме того, мобилизованным татарстанцам не нужно оплачивать налог по уведомлениям об уплате до 1 декабря. Они будут сформированы с иными сроками. Освободят ли мобилизованных и от уплаты других имущественных налогов, например, на землю, будет зависеть от муниципалитетов. Согласно федеральному законодательству, земля и недвижимость – их прерогатива. По всем другим вопросам, касающимся мер поддержки, можно обращаться по адресам, указанным на экране, и по единому номеру горячей линии по вопросам частичной мобилизации. Рамиль Шайдуллин, Олег Мыльников, ТНВ, Казань.